Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Нургильды Халыкову, сотрудничавшему с Туркмен News, запретили выезд из страны. 12 января его не пустили на рейс в Дубай, куда он имел рабочую визу. В Ашхабадском аэропорту мужчину продержали несколько часов, опрашивая его в отдельном кабинете. В итоге ему было отказано в пересечении границы. С июня прошлого года, после 4 лет заключения в колонии, Нургильды Халыков лечился. В сентябре, спустя 3 месяца после подачи на новый заграничный паспорт, он его наконец получил, хотя в Ашхабаде документ обычно оформляют за месяц. Паспорт Халыкову нужен был для того, чтобы поехать на заработки. В конце прошедшего года он нашел работу в Дубае в сфере гостеприимства, в которой трудился с 2017 года. Работодатель оформил ему приглашение и оплатил билет на рейс Fly Dubai. 12 января при попытке вылететь из Ашхабада Халыкова развернули обратно. Проволочки начались уже на пункте таможенного контроля после прохождения регистрации на рейс. Зарегистрированный багаж, почему-то именно Халыкова, принесли обратно и отдельно пропустили через рентген-аппарат, а затем еще проверили вручную. За проверкой наблюдало сразу несколько человек, пришли даже пограничники. Из разговоров работников таможни стало понятно, что им заранее сообщили о Халыкове и велели его проверить. Они посчитали, что им дали ориентировку на правонарушителя, и сейчас в багаже обнаружится что-то запрещенное. Однако таможенники не нашли ничего подозрительного и пропустили мужчину дальше на пограничный контроль. Они, похоже, так и не поняли, зачем их предупредили об этом пассажире. На пограничном контроле работник в будке сразу отправил Халыкова в отдельный кабинет. Там с ним начал беседовать оперативник, который спросил в том числе о том, есть ли в семье Халыкова судимые. Тот сказал, что был осужден и отбыл срок по статье о мошенничестве. Затем пришел и начал задавать свои вопросы начальник смены. Его интересовало, куда и зачем Халыков направляется и где будет работать. Офицер показал Халыкову видеоролик из соцсетей о туркменских девушках, которые работают в Дубае массажистками, и спросил, знаком ли тот с ними. Вскоре начальник смены ушел. Оперативник отправил Халыкова назад к будке пограничного контроля. Сидевший в ней работник объявил, что Халыкову временно ограничен выезд за границу, и он может обратиться с вопросами в миграционную службу. Никаких законных оснований запрещать Халыкову выезд из Туркменистана нет. Пункт 1 статьи 24 Закона о миграции гласит: гражданин Туркменистана не может быть лишен права выезда из Туркменистана и въезда в него. Статья 30 перечисляет основания для временного ограничения на выезд из страны граждан Туркменистана, но Нургильды Халыков не подпадает ни под один пункт. В сентябре 2020 года Халыкова осудили на 4 года по сфабрикованному обвинению в мошенничестве, на самом же деле за работу корреспондентом Туркмен News и пересылку в редакцию фотографии с членами делегации Всемирной организации здравоохранения во время пандемии коронавируса. В защиту Халыкова выступали различные международные организации и законодатели США, а делегации из Евросоюза, посещавшие Ашхабад для переговоров, поднимали вопрос его статуса перед туркменскими официальными лицами. Запрет на выезд из страны лишает Халыкова возможности работать и получать нормальную зарплату. Работа в сфере гостеприимства в богатых странах Персидского залива – это постоянная специализация Нургильды. Запрещая выезд из страны и тем самым лишая его работы в другой сфере, спецслужбы Туркменистана вынуждают его продолжать журналистскую деятельность. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.